Сегодня проведем опровержение ингушских сказок, где они говорят, якобы все башни в Чечне находятся на западе, граница с Ингушетией, из-за влияния ингушей на чеченцев. Узнаем, что писали о чечено-ингушских башнях как ингушские, так и русские исследователи XIX века, а также рассмотрим советскую карту расположения археологических памятников в ЧССР. Всем приятного просмотра. Касательно того, что в Чечне башни есть только на западе, но нет нигде в других районах и частей нашего региона, мы в качестве опровержения этого мифа предоставляем вашему вниманию карту расположения археологических памятников в ЧССР. Смотрим внимательно. Как мы видим, подавляющее большинство чеченские башни находятся на юге, где проходит граница с Грузией, вторая часть идет на востоке с границей с Дагестаном, и лишь несколько башен находятся у самой границы с Ингушетией. Из-за этого мы понимаем все, что говорят ингушские горе-историки, так их поклонники, не более чем обычный понт, ничем не закрепленный. Как бы ни пытались некоторые сказочники убедить нас в том, что все башни в Чечне принадлежат ингушам, у них этого не получится, и скорее всего они начнут утверждать, что башни в Ингушетии чеченские, а не наоборот, ибо исследование показало чеченские башни намного древнее ингушских. Идем дальше. Насчет древности чеченских башен над ингушским новостроем мы прибегнем к сборнику документов нашего многоуважаемого историка Хасана Бакаева. Ингушский историк и специалист по башенной архитектуре Джабраил Юрьевич Чехкиев отмечает, что чеченцы перестали строить боевые и жилые башни еще в 17 веке в связи с массовым переселением на равнину, тогда как основная масса ингушских башен построена в 18 и даже 19 веках, то есть через 150-200 лет после того, когда чеченцы уже перестали их строить. Страницы 104-195. В 18 и 19 веках чеченцы уже вели крупномасштабные войны на равнине с применением артиллерии, против которой каменные башни неэффективны как защита. В это время на равнине использовались совершенно другие виды фортификаций. Что касается ингушей, то они именно в этот период построили подавляющее большинство своих башен, поскольку, в отличие от чеченцев, оставались жить в горах и не участвовали в Кавказской войне. В межклановых стычках в горах, в которых использовалось ручное огнестрельное и холодное оружие, башни продолжали оставаться эффективным укрытием для обороняющихся. О древности чеченских башен в сравнении с ингушскими свидетельствует еще один факт, на который обратил внимание историк-кавказовед В. И. Марковин. Ученый писал: в Ингушетии реже, чем в Чечне, встречаются башенные постройки, украшенные петроглифами. В этом отношении ингушские памятники также бедны, как и сооружения Северной Осетии и Картли, где петроглифы встречаются спорадически. Страница 36. Как известно, петроглифы, высеченные на чеченских башнях, отнесены специалистами к XI-XVI векам. И то обстоятельство, что на исторических архитектурных объектах Ингушетии почти нет этих изображений, подтверждают экспертную оценку Чахкиева о сравнительно поздней, в сравнении с Чечней, постройки ингушских башен. Как мы видим, когда идет сравнение ингушских башен с чеченскими, все исследователи в один голос говорят о древности чеченских башен. Наш народ, у которого есть чем гордиться, не пиарит свои башни, отличие от ингушских фанатиков, которые уже давно перешли все границы и начали нагло кричать о том, что башни в Чечне принадлежат им. Давайте теперь посмотрим фотографии чечено-ингушских башен, пусть каждый делает для себя выводы.